Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзею ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, пасля працяглага, скажем шчыра, перапынка, але нарэшце у нас у эфіры, прычым жыўцом у студыі, а не так як мы звыклі апошнімі эфірамі па зуме. Старшы даследчык Цэнтра новых ідэй, кіраўнік ініцыятывы Мальдзіс, экс-дыпламат Павел Мацукевич. Прывітанне, спадар Павел. Добрый день. Ну што ж, спадар Павел, я скарыстаюся вами зараз у ваших трох іпастасях усіх, і як дыпламата, хай сабе і былога, і як даследчыка Цэнтра новых ідэй, але пачнем з ініцыятывы Мальдзіс. Я так думаю, што менавіта тое, што была запущенная гэта ініцыятыва, ну как бы і дапамагло мне нарэшце выцягнуць вас да сябе в эфир. То есть вы прыйшлі ў тым сэнсе і троху прарэкламаваць гэтую сваю ініцыятыву. Таму давайте з яе пачнем і пачнем з таго, чаму. Вот што яна з сябе ўяўляе і чаму вырашылі заняцца гэтай справай? Ну, это новая инициатива, формально новая, потому что формально недавно только мы ее презентовали, хотя занимаемся культурными проектами или культурной дипломатией относительно, ну, в общем, давно, да. Это инициатива в сфере культурной дипломатии, в общем, новая, достаточно новая сфера. Культурная дипломатия означает это достижение каких-то целей с помощью культуры. И вот мы тоже ставим перед собой определенные цели, и в качестве инструмента рассчитываем использовать культуру, культурное наследие Беларуси. Почему именно сейчас? Ну, я думаю, что... А когда еще, скажем так? Завтра, когда дела в Беларуси наладятся, если наладятся, будет не до культуры, наверное. Сегодня... Очевидно, когда вокруг Беларусь, так скажем, имеет очень сложные отношения с зарубежными партнерами, тоже не до культуры. Хотя культура – это то, что, в общем, чем мы должны заниматься постоянно, потому что культуру мы получили в наследие, и после себя мы оставим, наверное, только культуру. Да? Плюс ко всему, ну, в силу вот этих политических обстоятельств, многие белорусы, я в том числе, оказались за рубежом. Мы фактически оказались рядом с нашим культурным наследием, потому что Беларусь особенная страна. Вот на начало 90-х была такая статистика, что в Беларуси находится лишь 1% белорусского культурного наследия. За годы независимости эта цифра не сильно изменилась. Мы находимся в примерно том же уровне процента. То есть в нашей стране гораздо меньше собственных... Основное культурное наследие Беларуси находится за пределами Беларуси. И вот мы тоже оказались за пределами Беларуси и имеем возможность, скажем так, заняться нашим культурным наследием. Попытаться вернуть его, попытаться назвать белорусским то, что многие страны считают исключительно своим, хотя получить это право, в том числе называть белорусским. Ну, дарэчы, я хацеў бы адразу прарэкламаваць. Гэта першая старонка сайта Мальдзіс, проекта Мальдзіс World. Заходзіце, так і называется, «Открый Беларусь». І калі потым глядзець пра старонку пра нас, вот мне вельмі цікава было тут, але я хацеў бы вот перш яшчэ удакладніць, ўсё ж таки, вот калі вы казалі, а калі заўтра, можа быць, іншыя праблемы будуць, сёння так, а сёння ж таксама іншыя праблемы. Зараз, калі мы пра што і гаворым, пра што мы чуем там пра палітвязняў, пра мабільнасць, пра легалізацыю, пра візы і гэтак далей. Сёння вот сапраўды, да, то есть не было такіх і, можа быць, разваг там сярод каманды вашай, там ці потым, калі вы пачалі гэтую тэму, там прыходзілі, можа быць, вашыя паплечнікі, сябры і казалі: слухай, ну там палітвязні у турме, а ты со сваімі тут культурніцкімі праектамі, может быть, не час. Вот было такое, не? Вот як пераадольвалі гэтае такое вот супраціўленне?
Ну, мы же не политический штаб, что прям сегодня собрались на внутреннее заседание, решили, да, к черту эту политику, будем заниматься культурой. Вот. Поэтому я думаю, что, в принципе, одно другому не мешает. Это не те, скажем, вещи, которые нужно взвешивать и измерять, что важнее, что сегодня важнее. Ну, естественно, освобождение людей из белорусских тюрем, я думаю, это проблема номер один сегодня для Беларуси. Но если в целом, вне времени, вне политики рассуждать, то культура, ну, это то, что вот в состоянии определить, если хотите, наше место в международном разделении труда, да, наше место в мире. Вот. Мы в рамках этого проекта создаем карту карту мест, связанных с белорусскими именами или событиями, как за рубежом, так и с зарубежными следами в Беларуси. И вот эта карта позволяет, это, так сказать, система координат, определяющая местоположение Беларуси в мировой культуре. Але спадар Павел, вот як вы памятаеце момант нараджэння самой ідэі вот гэтага проекта, у каго і як яна нарадзілася, вот з чаго там раптам нешта знайшлі, нешта пачыталі, нехта прыйшоў, нешта сказаў, вот як яно нарадзілася? Ну, дело в том, что я же этим занимался еще по долгу службы, так сказать, и по зову сердца, когда работал в системе МИД, вот, и вместе с Олесем Сапегой и его фондом Марии Магдалины Радзивилл мы занимались, в частности, вот, перевозом останков Марии Магдалины Радзивилл в Беларусь, возвращали останки из Митрока Бедули в Беларуси в 20-м... Из Казахстана, сдается. Из Казахстана, совершенно верно. В 2020 году, в феврале мы провели эксгумацию, перевезли останки в Беларусь, а в ноябре 2020 года захоронили, занимались установкой памятника Тадеушу Костюшко, в частности, в Швейцарии. То есть это то, чем, в принципе я занимался и с Олесем Сапегой, и с возвращением картин с другими, так сказать, коллегами. Вот. Но подтолкнул к этому Рыгор Остапенко, так сказать, предложив, почему бы не, так сказать, не организовать эту работу на таком более серьезном уровне, расширить направление, потому что сейчас речь идет не только, там, скажем, вот о реализации проекта в виде карты или о том, чтобы что-то вернуть, это важное направление этой работы, но и в том, чтобы, так сказать, популяризировать белорусские культурные связи с зарубежными зарубежными странами, популяризировать белорусские какие-то забытые имена, вот, создать какой-то такой, знаете, на этом основании фундамент и объединяющий белорусов, тех, кто уехал из страны, и тех, кто находится в Беларуси, создать какой-то новый, я бы сказал, позитивный образ для самой страны, для самой Беларуси, образ Беларуси как европейской страны, да, потому что если мы, опять же, посмотрим на карту, она у нас еще пока в общем в стадии разработки, но тем не менее, когда мы нанесем туда основные важные какие-то объекты, мы увидим, насколько велики и сильны связи Беларуси с Европой. Но Беларусь, в принципе, до конца XVIII века развивалась в культурном контексте Европы. И вот мы хотим создать с помощью, так сказать, акцентируя внимание на белорусском культурном наследии, создать новый позитивный имидж Беларуси как европейской страны. Имидж, который был бы, в общем, откликался, ну, в каждом белорусском сердце. Это не речь не о геополитическом выборе, это о ценностных ориентирах, о культуре. Каб адгукаўся у кожным беларускім сэрцы, і з аднаго боку вы кажаце, з другого кажаце пра імідж Беларусі. А імідж Беларусі это ж, ну, не ў беларускім сэрцы, у беларусаў, ну, в прынцыпе, і так, ну, калі яны нармальныя беларусы с гонарам за сваіх продкаў, за сваю айчыну, ну, іх і так яно ёсць, то есть імідж. То есть размова ідзе пра імідж, стварэнне іміджа для іншых краінаў, для грамадзянаў іншых краінаў. Ну, в том числе, чтобы показать, насколько глубинные связи между нашими странами. Там,
в любую страну возьмите, так или иначе обнаруживаются какие-то общие исторические герои. Вот. Все это создает определенный фундамент для развития отношений между странами. Но отвечая на ваш вопрос, это создание имиджа извне, то, как о нас, или, по крайней мере, мы бы хотели, как бы о нас думали. И тот положительный образ, который мы видим для себя. Вот я так адчуў, что в прынцыпе вот гэтай сваёй пастаноўкай пытання я троху вас там как бы так з панталыку збіў, тому что я так разумею, что ўсё ж таки перш за ўсё гэты проект нацелены і скіраваны самим беларусам. Ну, в первую очередь, безусловно, да. Но целей много. Мы находимся здесь, мы находимся за рубежом, мы находимся в Польше, в Варшаве, в частности, с вами. В Варшаве очень много мест, связанных культурно-исторически с Беларусью. И я думаю, что большинство из нас даже не догадываются об этом. И рассказать об этих местах, показать эти места, так сказать, добиться права считать их в том числе и белорусскими, ну, такую задачу мы видим. Не в конфликте, скажем так, с Польшей, но в конечном итоге это общая история, которую нужно использовать именно в плюс. Не для того, чтобы что-то делить. Но проблема Беларуси оказалась в том, что, скажем так, в советские годы этой теме практически не уделяли никакого внимания. И Беларусь потеряла очень, так сказать, рассталась с очень многим именно в советские годы. В годы независимости темой возвращения национального культурного наследия занимались в основном энтузиасты. Да, была создана в конечном итоге государственная комиссия по возвращению культурных ценностей, которая занимается этим до сих пор, заседает там дважды в год. Но это все не то. Вот Польша, кстати говоря, дает хороший пример того, как нужно печься, заниматься своим культурным наследием. Вот есть, кстати говоря, сейчас эти все события, связанные с объединением советских Белоруссий, Восточной и Западной. Вот, тот самый Рижский мирный договор 21 года, который разделил тогдашнюю Беларусь. Вот так в том договоре поляки добились целой статьи о возвращении культурных ценностей, которые попали в Россию во время разделов Речи Посполитой. И вот в центре Варшавы стоит, возле президентского дворца стоит памятник Юзефу Понятовскому, всадник на коне в образе римлянина. Ну, это, правда, копия, но, в общем, оригинал этого памятника, он же находился в то время в Гомеле, в Беларуси, и благодаря этому договору мирному он вернулся в Польшу. Ну да, во время войны Второй мировой был разрушен, но, тем не менее, вот это один из таких примеров. Так, ну, калі паглядзець на сайце, які я вам ужо рэкламаваў, Maldis World, раздел «Что мы робім», там першым ідзе папулярызацыя спадчыны, і вось пра тое, як вы ствараеце карту і гайды з інфармацыяй пра беларускія імёны і славутасці ў замежных краінах. Ну вось спадар Павел ужо расказаў троху, правда, самой мапы пакуль яшчэ няма, але ў хуткім часе яна будзе. Она уже есть, опуститесь ниже, но она еще в стадии. Или нажмите на карту. Ага, ёсць карта, да? Так, ну да, вот есть. Там уже первые объекты есть. Да, есть уже первые. Ну, короче, натискаете, спускаетесь вниз, натискаете и бачите гэта ўсё. Але калі паглядзець далей пра нас, і вы яшчэ пішаце: ушанаванне герояў і падзеяў, усталёўваем помнікі і шыльды ў гонар выбітных беларусаў і беларусак за мяжой. Что ў гэтым накірунку на дадзены момант распрацоўваецца, ці робіцца уже конкретно нешта? Ну, из того, что мы помогли сделать, это, если помните, была история, связанная с Яном Борщевским, когда в 19 году была на одном из частных подворьев в Чуднове, где писатель умер, была найдена случайно его надмогильная плита. Этим проектом в свое время активно занимался Олесь Сапега, я ему в этом помогал. Он установил
памятник в Чуднове, значит, Яну Борщевскому. Ну, вот тогда мы договорились, это был 2020 год, договорились о том, чтобы привезти эту плиту в Беларусь на реставрацию. В конечном итоге организовали ее привоз, в Беларусь отреставрировали, она выставлялась на родине писателя, в Рассонах, ездила в Витебск, в Полоцк, в Минске в Национальной библиотеке была. И тогда возникла идея изготовить копию. Из согласия украинских представителей мы эту копию в итоге вот за счет Мальдиса и изготовили, и в прошлом году передали в Рассоны. Это один из примеров того, чем мы занимаемся, о чем уже можно сказать. Сейчас мы прорабатываем возможность установления памятной шильды в честь Марии Магдалены Радзивилл, которая родилась в Варшаве, жила здесь, в Варшаве, которой принадлежали несколько существующих по сегодняшний день зданий. И вот на одном из них мы рассчитываем получить согласие польской стороны и при поддержке белорусов изготовить и установить памятную шильду. Ну, вот это одна из идей, которой сейчас мы предметно занимаемся. Далей вы пишете: называем беларускім усё, што мае беларускія карані. Ось, дарэчы, это правильно. Я памятаю, быў калі у Тель-Авіве у мастацкім музеі, там вельмі шмат карцін Марка Шагала, які падпісаны там Марк Шагал, расійскі мастак. Я потым казаў беларусам беларускай дыаспары у Тель-Авіве, кажу, так что ж вы там как бы ничего не робите для того, как бы написали, что это все ж таки мастак з Беларусі, беларускі мастак. Правильная заўвага, будем вот над гэтым працаваць. Так что гэта ўсё правильно. Шукаем і набываем нацыянальныя культурна-гістарычныя каштоўнасці за мяжой для перадачы ў музеі Беларусі. І тут здзіўленне і два пытання адразу. То есть вот нават сёння у гэтых умовах і пры тым, як дзяржава паставілася да вас асабіста, да іншых удзельнікаў праекта, у мэце нават сёння, знаходзячыся ў выгнанні, нешта набываць і перапраўляць туды ў Беларусь, у беларускія музеі? Да, есть такая идея. Конечная идея полегает, так сказать, именно в этом, чтобы возвращать именно в местные белорусские музеи, краеведческие музеи, потому что те многие имена знаменитых белорусов, они связаны с маленькими городами и местечками Беларуси. Насколько это возможно, да? Тут же вопрос стоит, если это сейчас или сегодня физически невозможно, ну, мы этого делать не будем. Но если как только станет это возможно, мы, безусловно, все приобретенное будем отдавать все музеи, которые наметили. Ну то есть магчыма так, что нешта вот убачылі каштоўнае, мы разумеем, что это мае там дачыненне да нейкага беларускага дзеяча, і ёсць магчымасць гэта набыць, набываем, ну а перададзім, ну калі будзе магчымасць, можа ўжо пры новой Беларусі. Если будет возможность сейчас, если будет отклик от музея, почему бы и не сделать это сейчас? То есть публично, не публично. Ну, мы же говорим о том, что все мы когда-либо вернемся с нашим новым опытом и знаниями, которые мы приобрели за рубежом. Ну вот мы рассчитываем вернуться в Беларусь не с пустыми руками. Ну, это правильно. Але ўзнікае тады іншае пытанне. У сённяшніх умовах, калі і самім складана, і плюс ёсць іншыя патрэбы, там і падтрымка палітвязняў і іх сваякоў, і добраахвотнікі, і гэтак далей, адкуль ці ёсць сапраўды фінансавыя магчымасці, ну, калі разгаворым пра тое, што давядзецца выкупаць нейкія вот рэчы там ці яшчэ што-небудзь, гістарычныя каштоўнасці, і ці не будзе такого, што хлопцы, тут как бы вот ёсць надзённыя патрэбы, а вы вот на нешта вот такое траціце?
Такой выбор будет стоять всегда. И сегодня, когда ситуация совсем неблагоприятная, и завтра, когда она будет получше, всегда найдется, не знаю, ребенок, которому нужно сделать срочную операцию, да? Так или иначе, да? Этот выбор будет всегда. И тем не менее, мы уже кое-что смогли приобрести, это куплено на деньги белорусов. И задумывая новые проекты, ну, в частности, связанные там, с мемориализацией памяти Магдалены Радзивиллы в Варшаву, мы рассчитываем на помощь белорусов, потому что если этой помощи в конечном итоге не будет, значит, проект не будет реализован. Ну і можа быть, завершаючы вось гэты агляд вашага проекта, ёсць у вас ўсё ж таки такія відэопраекты. Проект 1, прынамсі пакуль што відавочны, ён называется «Гэта топ». Як нарадзіўся і чаму вырашылі ўзяць такую, я бы нават сказаць, ну здавалася б, такія сур'ёзныя людзі, там шыльды, там гістарычныя каштоўнасці, а тут такой вот контент лёгкі, можна сказаць. Отличный контент, всем рекомендую. Это топ. Как раз вышла вторая серия приключений Рыгора Остапедни и Александра Ивулина в Швейцарии. Именно вторая серия посвящена Золотурну и Тадеушу Костюшко. Там вы, кстати, увидите такой момент, где вот действительно существует большая потребность назвать белорусским то, что является белорусским. Потому что там есть тент возле одного из мест, связанных с Тадеушем Костюшко, указано, что он родился в Меречевщине, и Меречевщина подписана как Польша. То есть вот вам точка на карте, которая требует редактирования. Да? Идея проекта принадлежит Рыгору Остапени. Идея, в общем-то, состоит в том, чтобы рассказать белорусскую историю интересно, современно, доступно и понятно. Да? Это не академическая лекция, это, так сказать, попытка, как на мой вкус, на мой взгляд, вполне удачная, рассказать историю белорусскую так, чтобы было интересно ее слушать и смотреть. Вы так сказали, прыгоды Остапені і Івуліна ў Швейцарыі, там і адразу такія паралелі, альбо як это самае там «Вакол света за 80 дней» з мультфільмаў, альбо там «Мы два польских шпионы». Ну, хорошая идея. Может быть, вот надо подбить ребят на кругосветку за 80 дней, чтобы при этом каждый день они что-то находили в этом мире белорусское. А все шансы, кстати, есть, потому что белорусское культурное наследие разлетелось по всему свету, от США до Японии, не говоря уже о странах соседях. Но мне кажется, это что-то новое для белорусского Ютуба, что-то с места событий, скажем так, живое, не студийное. Поэтому всех приглашаю к просмотру. Таксама раю ўсіх да прагляду і подпіскі на YouTube канал «Гэта топ» с Рыгорам Остапенем і Івуліным. Выдатнае, в прынцыпе, такое вот для пашырэння нейкай, можа быць, геаграфіі, гістарычных ведаў, гэтак далей. Хоць я ўжо і чытаў і такія крытычныя заўвагі, маўляў, што гэта за нейкі аматарскі падыход, тут трэба больш так акадэмічна на нейкія вот тэмы. Ну, але слухайте, кому трэба акадэмічна, можна паглядзець іншы контент. Кому трэба пра гісторыю беларускую за мяжой больш так вот весело і разняволена, калі ласка, гэта топ, заходзьце, подписывайтеся, ставьте свае падабаечки, пишите каментары, задавайте пытанні. Вось як тут нас уважлівыя гледачы, адразу пайшоўшы на сайт Мальдзіс Ворлд, зайшоўшы на мапу, звярнулі увагу і задаюцца пытаннічкам да вас, у тым ліку, спадар Павел. На сайте Мальдзіс на мапе Крым аддзелены ад Украіны пунктацыйнай лініяй. Гэта што, славутая беларуская шматвектарнасць, пытаюцца у нас? Это мы присоединяем Крым обратно к Украине.
Вы хотели дипломата зловить? Находится в разработке, поэтому присоединяем обратно как раз. Вот так вот. Вот так вот і бываем. Ну что ж, яшчэ раз раю усім сачыць за тым, што робяць. Дарэчы, каманда вельмі невялікая, як я гляжу. Ну, прынамсі, на сайте 3 человеки позначены. Ну, у нас больше, а сочувствующих, я думаю, тех, кто будет поддерживать, еще больше. Вот. Ну, на сайте, да, 3. Нас пока 3. Але тым не менш, гэтая команда разам со сваімі спачувальнікамі, як кажа спадар Павел, ну ці тым, каму гэта ўсё ж таки блізка да сэрца, робіць вялікую справу. Як вы уже бачыце, гэта і пэўныя там шыльды, і выкуп гістарычных каштоўнасцях, і стварэнне гайдаў і мапы, і відэаконтента. Так что выдатная ідэя. Дзякуй, што ўвогуле распачалі гэтую справу. Ну што ж, прыйшла чарга вас пакарыстаць і ў іншых іпастасі, дакладней вашай іншай іпастасі. Давайте пачнем з дыпламата. Перакладзіце мне, калі ласка, з дыпламатычнай мовы сітуацыю. Зараз адбываецца Генасамблея ААН, і усе былі перакананыя, што на гэтую генасамблею, ну да, там даслалі запрашэнне Лукашенко, ну што паедзе новы міністр замежных спраў Рыжанкоў, а паехалі ўвогуле как бы 2 экс-міністра. Это что означае? Вот что дыпламатычнай мовай гэта хацелі сказаць і каму? Ну, то есть министр вообще не поехал? Ну, наколькі я бачу, паехаў былы міністр замежных спраў Алейнік і там былы міністр юстыцыі, здаецца. Ну, мне кажется, они поехали на отдельный саммит, который, возможно, проходит в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, а все-таки в самой Генассамблее будет участвовать именно министр иностранных дел. Мне кажется, было сообщение на этот счет. Ну, значит, я пропустил, потому что не бачу. Да, ну и то, что Лукашенко туда приглашают ежегодно, это тоже стандартное. Все-таки Беларусь является членом Организации Объединенных Наций, так же, как мы, тут могут быть какие-то политические предубеждения на этот счет, но с точки зрения ООН он является главой государства. И он не первый, кого туда приглашают. Он, правда, этой возможностью не пользуется, и в этом году он тоже ей не пользуется. Он вообще в том полушарии уже очень давно не был. Вот. Но так или иначе, его приглашают, он не едет, ездит обычно министр иностранных дел. Это вполне нормальная практика. А бывшие министры, я так понимаю, сенаторы, ну, я так понимаю, что они едут на иное мероприятие. Ну, написано было, что на Генассамблею, и там на полях Генассамблеи будут удзельнічаць у розных сустрэчах. Вот поехали яны менавіта туды, вот куды поехали и беларуская делегация, там и с Тихановской, и с іншымі, там Кавалеўскі, Гарбунова, уже по іншых треках, але на тое ж самое мерапрыемство. То есть вот как бы туды. Дарэчы, калі казаць про само гэта мерапрыемство, скажите, вот як чалавек, які ведае, як яно працуе, якая карысць вот Беларусі, беларусам, дэмсілам можа быць ад удзелу ў гэтай імпрэзе? Ну, я думаю, что тут нельзя, по крайней мере, ожидать прямой отдачи. Нельзя ее ожидать, тем более сейчас, тем более для белорусских демократических сил. Потому что так или иначе, насколько я понимаю специфику всего, демократические силы принимают участие в мероприятиях на полях Генеральной Ассамблеи. А в самой Генассамблее участвует официальная делегация Республики Беларусь. Поэтому демсилы могут использовать этот форум для проведения двусторонних встреч, в которых, скажем прямо, у Светланы Тихановской так было немало. Она была и в таком же качестве и на прошлой Генассамблее, и на позапрошлой. Если, скажем так, 2 года назад в каких-то более благоприятных для демсил условиях не было осязаемого результата от участия в этой Генассамблее, то, скорее всего, его тем более не будет и сейчас. Ну, потому что объективно, если белорусские власти, белорусский режим за эти 4 года, прошедших с выборов, так сказать, нарастил свои мускулы, то мы, демократические силы, мы за эти 4 года
утратили потенциал, растеряли, ну, как угодно это можно называть. Поэтому у меня ожиданий в этом смысле никаких нет. Мне лично всегда интересно послушать выступление генсека ООН, потому что это единственный человек в этом. Все страны приезжают туда, чтобы рассказать о своих проблемах. Это единственный человек, который выходит на трибуну и рассказывает, а какие проблемы вообще у мира в целом. Да? А проблем у мира немало, и на фоне этих проблем, конечно, белорусский кризис выглядит микроскопическим. Вот. А вам не падаецца, што самой ААН ну трэба вельмі такія сур'ёзныя рэформы? Ну, это давно назревший вопрос. Я думаю, что реформы ООН необходимы практически с момента ее основания. Потому что ООН – это результат компромисса крупных держав того времени. Результат компромисса по итогам Второй мировой войны. Причем эта организация начала создаваться еще когда шла война, скажем так. Поэтому это совершенно другие реалии, и этим реалиям эта международная организация, ну, по крайней мере, тем реалиям, о которых мы говорим. Вот если оценивать, скажем так, вот есть кризис, есть война, есть агрессия со стороны России по отношению к Украине. Насколько реакция ООН была адекватна? Ну, мы все ждали чего-то другого. Но в самой ООН при ее создании был заложен такой принцип не обидеть страну-основательницу ООН. И Россия, как правопреемница от СССР, вот, она пользуется этим правом, поэтому ООН оказалась бессильна в плане урегулирования этой ситуации, в плане адекватной реакции на эту ситуацию. Но ООН по-прежнему сохраняет свой потенциал во многих других сферах, других кризисах. Вот. Повторюсь, возможно, мы смотрим, или мы живем проблемами, которые происходят в нашем углу мира. А углов в мире много, и проблем тоже очень и очень много. И во многих случаях ООН, по-прежнему полезна и нужна. Ну и в конце концов, на сегодня это один из тех немногих форумов, где могут собраться представители враждующих сторон. Вот сейчас, если мы берем конкретно войну России против Украины, в этом зале вот оказываются официальные представители России и Украины, и так или иначе могут что-то обсуждать. Ну, а ці варта чакаць, што на палях гэтага форума, ці па выніках гэтага форума, не адразу, можа быць, там кулуарна спачатку, а потым можа распачацца нейкі перамовы, дыялог паміж Мінскам, Киевом і Москвой. Можа быць, і нават пры ўдзеле Мінска. Да, между Минском и Киевом тоже хотелось бы, чтобы пришли мы к какому-то нормальному состоянию отношений, да, возможно, в перспективе придем. Я вообще не верю в силу. Форум, понимаете, это в любом случае результат. Это не отправная, как правило, это результат. Любая конференция мирная. Сначала узкий круг стран или политиков о чем-то договариваются, и потом проводят конференцию как результат своих договоренностей. Я не думаю, что нынешняя Генассамблея, она там уже какая по счету принесет миру мир. Скорее всего, нету. Но вреда, безусловно, тоже от этого никакого нету. Я вижу пользу. Люди, политики туда все-таки на вот эту основную неделю Генеральной Ассамблеи, как правило, собираются руководители стран. Есть возможность соотнести свои проблемы с мировыми. Послушать вообще, что происходит в мире, оторваться, так сказать, вырваться из своего пузыря. Все равно туда едут страны, и я думаю, что и белорусская, и так сказать, и демократическая, и официальная делегация, они едут решать шкурные интересы. И те, и другие будут проводить встречи на полях и решать какие-то свои задачи. Возможно, вот в этом, в общем, плюс
пока единственный плюс и есть. Дарэчы, узгаданы вами кіраўнік на сёння ААН Гутэрыш, але ў звязку з іншай тэмай, з палітвязнямі, дакладней з вызваленнем палітвязняў. Я чуў такое меркаванне, што можа быць зараз адбываецца вызваленне палітвязняў рэжымам з-за таго, што нешта падчас асабістай сустрэчы Гутэрыш сказаў Лукашэнку. І так ён рэагуе на пачутае. З іншага боку, ёсць меркаванне, што такім чынам ён запчасткі для Белавія набывае. Але ваше меркаванне, ваше бачанне гэтай сітуацыі, што за гэтым стаіць, за гэтымі дзеяннямі рэжыма? По освобождению людей? Уверенность в своих силах стоит за этим, и желание, я думаю, перезагрузиться в 2025 году, перезагрузиться в плане отношений с Западом. То есть режим, очевидно, шлет сигналы о своей готовности что-то обсуждать. И поскольку Александр Лукашенко явно планирует принять участие в выборах 2025 года, и поскольку его лично, скорее всего, могут интересовать только вопросы сохранения, укрепления власти, и, соответственно, признания, то я думаю, что конечной целью является это. Попытаться, так сказать, сохранить старый файл, может, под новым именем тут не получится, но 25-й год и избирательная кампания для него – это хороший шанс перезагрузить свои отношения с западным миром. Але перезагрузка, то есть да якога ўзроўню, бо, як это кажуць, вяртанне ў 19-й год не атрымаецца. А як тады? Есть хороший советский термин «режим сосуществования». Сейчас режим конфронтации прямой, поэтому я думаю, что поэтому не всех отпускают, поэтому сидят еще знаковые люди, поскольку идет конфронтация, она находится в активной фазе, поэтому до сих пор и репрессии, то, что многих заставляет сомневаться в гуманизме режима, тут... Хотя я сторонник того, что если власти сделали что-то хорошее, окей, можно же это тоже отметить как хорошее. Сделали что-то плохое, мы же называем это своим плохим словом. Так и здесь. Но я думаю, что власти интересует возможность нормализации отношений. О 2019-м тут мечтать сложно, но принципиально я думаю, что в этом должны быть мы все заинтересованы, потому что конфронтация в том виде, в каком она происходит, она, во-первых, нас еще больше отсекает от Беларуси, она отсекает Беларусь от Европы. Мы уже имеем физический забор на собственной границе. Мы имеем фактически изолированную страну. Санкционный режим, санкции экономические, секторальные, которые применяются в отношении Беларуси, это точно не то, что в интересах Беларуси и белорусов, живущих в стране. Тут можно с любых точек зрения. Поэтому, власть не поменяется в 2025 году. Возможно, она не поменяется и в 2030. Я думаю, что максимально на что можно рассчитывать, это на транзит власти где-нибудь к 2030 году. И то это было бы серьезным, скажем так, серьезной подвижкой. Да? Но об этом тоже нужно договариваться, потому что мы фактически сейчас потеряли 4 года впустую. Вопрос о транзите власти, с моей точки зрения, нужно было ставить в тот момент, когда еще были протесты, когда стало понятным, что власть никуда не уйдет, что протесты, так сказать, кривая в сторону убывания. Нужно было думать как-то более, скажем так, перспективно и разговаривать об этом. Сейчас мы приближаемся к 2025 году, и вряд ли у кого-то есть сомнения, что Александр Лукашенко, условно, переизберется. Да?
И мы вообще не можем никак повлиять на процесс. То есть вопрос состоит в том, в каких условиях будет жить Беларусь. В состоянии изолированной страны, обложенной санкциями, или наступит какая-то разрядка в отношениях с Западом, и разрядка, соответственно, внутри страны, когда режим сам ослабит гайки, потому что, с моей точки зрения, то вот репрессивная жизнь, которая сейчас в Беларуси процветает буйным цветом, это тоже не является нормальным состоянием для этого режима. Этот режим, в принципе, готов мириться и терпеть многое, кроме посягательств на власть. Но вот проблема в том, что всякий раз, когда он видит признаки этого посягательства, он достает самую большую дубину, и в этом белорусские власти сильно преуспели, поднаторели с каждым циклом они в этом смысле приобретают больше и больше опыта, да, к сожалению. Ну, вот так. Калі мы кажам ўсё ж таки про палітвязняў, шмат размоваў про тое, что трэба рабіць усё, каб людзі выйшлі, трэба ісці на любыя перамовы, там, трэба, вы самі ведаеце, і наши гледачы ведаюць усе гэтыя тэзісы. А вам бачна рэальны нейкія магчымасці распачаць нейкія размовы, і ад нас што-нибудь залежыць у этой ситуации? Магчымасці ёсць якія-нибудь? С моей точки зрения, этот вопрос вообще не стоит в том ключе, в каком вы его сейчас задаете. То есть выбора-то, в общем, нет, по большому счету. Единственное, что, я бы так сказал, мы должны направить всю свою энергию, все силы, которые есть, на освобождение людей из белорусских тюрем и на то, чтобы репрессии прекратились. Яким чынам? Вот давайте на конкретном прыкладе. Вот что можа зрабіць, ладно, что можа зрабіць Павел Мацукевич, что можа зрабіць Латушка, что можа зрабіць там, я не ведаю, Тихановская тая же самая, ці там іншыя хто? Смотрите, скорее всего, я нахожусь вне игры, я не провожу политических встреч, я не встречаюсь с министрами иностранных дел или с политиками. Поехали белорусские демократические силы на Генассамблею ООН и будут там иметь на полях Генассамблеи встречи с западными лидерами западных стран. Вот вам возможность поставить вопрос в ключе освобождения людей, а не в ключе давления на режим, чтобы режим освободил. Это ж весь вопрос сейчас с точки зрения возможностей демсил заключается в формулировке, скажем так, задач. Или в пожелании, которое они адресуют своим западным партнерам. Сейчас оно формулируется так: давите на режим всеми силами и средствами, и он когда-нибудь там, наверное, сдастся. Да? А можно вопрос, и нужно, я думаю, ставить вопрос иначе. Делайте все, чтобы освободить людей. Умоўна кажучы, там выкупайте, здымайте санкции, там ці что, вот признавайте легитимность. В данном случае это все зависит исключительно от них, поэтому это им выбирать. Демократические силы могут высказать свои пожелания в отношении того, на чем можно сэкономить, что попридержать и так далее. Отмена санкций, я не думаю, что Александра Лукашенко персонально интересует отмена санкций. Это забота правительства, Министерства иностранных дел, поэтому они на каждой встрече, на каждом углу дундят про это. Потому что им поставлена задача, он с них требует. У нас же персоналистский режим, а его персонально, наверное, интересуют все-таки больше вопросы признания. И, скорее всего, признание, не оборачиваясь назад, но глядя вперед в 25-й год, грядет избирательная кампания, после которой, по идее, послы могут, допустим, вернуться. Да? Санкции, окей, есть, конечно, я думаю, то, что его может интересовать, потому что его касается буквально, тематика авиационная, безусловно, потому что он тоже летает самолетом Боингом. А я думаю, что и мы заинтересованы в том, чтобы в Беларусь поставлялись запчасти, чтобы пассажирские самолеты нормально обслуживались, и чтобы они могли возможность летать, потому что это же нас касается.
Это вообще мера мне по сей день непонятна. Это был очень асимметричный, если использовать дипломатическую лексику, ответ на принудительную посадку самолета. Тем более, что инцидент, в принципе, исчерпан. Санкции, ну, даже если ставить вопрос, ну, их не обязательно отменять, во-первых. Можно приостанавливать, поскольку, я думаю, белорусские власти тоже ничего, скажем так, если удастся договориться и прийти к режиму сосуществования, это не значит, что белорусские власти откажутся от репрессий в принципе. Ну, соответственно, можно говорить о приостановке каких-то чувствительных. Ну, с моей точки зрения, нужно как можно скорее снимать все экономические отраслевые санкции, потому что ничего, кроме вреда Беларуси, это не несет. Ничего, кроме, ну, так сказать, бенефициаром является от всего этого Россия. В результате санкционного секторального давления на Россию переориентированы даже те отрасли белорусской экономики, которые всегда были ориентированы на Запад. И что в итоге мы получили еще большую зависимость от России. Потому что это точно нужно как можно скорее постараться отменить, или снять, или приостановить, или заморозить. Это сложный процесс. Но все возможно. Ну, все возможно. Вот, мне кажется, недавний обмен политических узников с одной стороны и там шпионов и преступников с другой показал, что в принципе все возможно. Да, когда этой темой занимаются предметно, когда этот вопрос ставят. И для этого даже не нужен какой-то общий политический штаб. Не нужны, не знаю, красивые встречи на полях или не на полях, официальные рабочие визиты. Если люди задались какой-то целью, поставили такую задачу, можно найти выходы и договориться с теми, с кем вот многие считают, что ни в коем случае договариваться нельзя. Но мир, он так устроен. Компромисс. Что самое цікавае, вот сёння у нас было перад размовай з Павлом Мацукевічем размова з Розай Турарбекавай, і яна ў прынцыпе вось пра такія кампрамісы і выцягванне нават ва ўмовах вайны пэўных военнапалонных людзей, ахвяраў, ну как бы таксама гаварыла. Дарэчы, спадар Павел, вот мне кажуць, зараз Губазік займаецца там рассылкай праз Вайбер, там типа камісія працуе, вы павінны паспець до Нового года, калі хочаце вярнуцца, падацца, там давайте. Вам приходило? Нет, я только видел это дело в СМИ. Ну, я до того, что калі мы кажем, что вот вызваленне палітвязняў гэта как бы спроба подать сигнал захаду про нейкую готовность до нечага, то вот такая справа, вот эти рассылки, ситуация с глянцевым рекламным Протасевичем, які поглядите, вот как он сейчас там в Дубае купается, это знак кому и чего? Смотрите, один процесс изменил свой ход, второй продолжается так же, как он ушел. Команду «стоп» никто не давал. И не давал ее, я думаю, по той простой причине, что вот конфронтация продолжается. И до тех пор, пока, так сказать, стороны не придут к какому-то компромиссу и не объявят, условно, режим прекращения огня, да, все это дело может продолжаться. И режим, власти белорусские показывают, что они могут и дальше. Да, что они, к сожалению, могут и дальше. И в этом смысле именно поэтому все это, то, что мы сейчас наблюдаем, и является окном возможностей. Потому что в 2025 году есть вероятность того, что это окошко снова прикроется. И прикрыться оно может еще на лет 5. И ну, кто в итоге от этого приобретет? Демократические силы? Ну, их срок годности уже, можно сказать, истек, да, с точки зрения, ну, по крайней мере, восприятия, ну, с точки зрения поддержки, да, мы же видим, что сил, по крайней мере, давайте будем деликатными, сил за эти годы не прибавится. Я думаю, что после 2025 года, ну, точно. А белорусских властей, да, они вот могут жить в таком режиме, могут и дальше жестить. Пожалуйста. Вот. И в этом смысле есть сигнал, есть, на мой взгляд, готовность договориться и что-то поменять.
к лучшему. Я не говорю, что это, значит, подарок судьбы или что-то так. Хотя, может быть, в ситуации Беларуси с учетом всего, да, может быть и... Ну, для многих, по крайней мере, для тех, кто выходит на свободу или выйдет на свободу, ну, по крайней мере, это шанс живым. Не все же дожили, да? И не все, наверное, доживут. Не дай бог, конечно. Давайте на завершение нашей размовы все ж таки закранем 25 год. Вы так деликатно сказали про стан дымсіл на сённяшні дзень. Пасля 25 года вот мне шмат хто казаў, что для заходніх палітыкаў, для захаду все меряется электаральными циклами. И 25 год, маўляў, ну все, как бы тэрмін годнасці гэтых дымсілаў, офіса Ціхановскай як удзельніцы выбараў 20-го года скончыўся. І, маўляў, ні сустрэч, ні ўсяго астатняга не будзе. Гэта так працуе? Вот як вам бачыцца? Ну, все зависит от того, что в итоге произойдет в 2025 году. Если наступит нормализация, это, в общем, одна история. Хотя, опять же, если наступит нормализация какая-то и завяжется диалог, то в том числе и для Димсил это может предоставить возможность или какой-то шанс снова вписаться в общественно-политическую жизнь в Беларуси, так сказать, с помощью Запада, да, который, ну, как Европа вернется в Беларусь, условно, и тогда вот на хвосте в последнем вагоне смогут туда въехать и белорусские демократические силы. Что будет происходить, ну, в противном случае? В случае, если статус-кво сохранится, конфронтация сохранится, ну, тут мне сложно сказать, потому что Запад в определенном смысле вложился в демократические силы Беларуси, поддерживал их все эти годы. И, ну, скажем так, одномоментно все это дело прекратить, ну, мне сложно представить. Но то, что динамика и уровень, ну или уровень, назовем это так, снижается, ну это вот совершенно очевидно. Вот даже тот стратегический диалог с Соединенными Штатами Америки, который был в этом году, вот, он же происходил, ну, на уровне заместителя госсекретаря США. Ну, с протокольной точки зрения, если представлять Светлану Тихановскую президент-элект, ну, там в качестве визави должен был сидеть дедушка Байден, а не заместитель госсекретаря США. Вот сейчас Светлана Тихановская будет в США. Встретится ли она, примет ли ее хотя бы на 5 минут уходящий Джо Байден? Это все очень значимо, потому что если примет, это может быть каким-то новым импульсом и для американских политиков, и для западных политиков, как-то поддерживать, да, это все дело дальше. А если не примет, ну, значит, дальнейшее снижение уровня встреч, а это очень важно. То есть уровень в данном случае много чего определяет. Но в целом, конечно, этот проект заканчивается. Я думаю, что нужно, ну, привыкать к мысли, что нас ждет какая-то иная реакция, что-то иное. Вот я и хотел спытаться, калі все ж таки сыходит с гэтае вот посылу, як вы кажете, шараговым беларусам у выгнанні дыаспоры, вот на что вы бачыце лепш скіраваць свае высілкі, жаданні, то есть социализация, уладкаванне свайго жыцця, ці вот як, что? Ну, я думаю, что без этого никак. Нужно сначала порешать свои проблемы, чтобы успешно заниматься какими-то другими, да, общими для всех нас. И иначе, я думаю, никак. Никто тут нам не поможет. В принципе, ну вот мы находимся в Польше. Польша гостеприимная страна, но отношение тоже может поменяться. Поменялось в Литве, допустим. Это не рассчитано на вечность. Вот, если
опять же, в лице демократических институтов, которые мы сейчас имеем, офис, кабинеты, да, мы могли и можем рассчитывать на определенный лоббизм интересов белорусов, оказавшихся за рубежом. Я думаю, это пока единственная, так сказать, ниша, где эти структуры себя могут эффективно приложить, да, или найти себя. Но им тесно в этой нише, они пытаются заниматься, в общем, политикой. В итоге не получается толком ни то, ну, с тем вообще сложно, ни это. Если это все и дальше будет увядать или деградировать, я имею в виду вот эти вот созданные институты, то, ну, соответственно, в принципе, лоббировать белорусские интересы, интересы белорусской диаспоры за рубежом может оказаться некому. Это не конец света, если посмотреть на другие диаспоры. Вот опять же, пример российский. Ну, смотрите, в конечном итоге мы же должны задать себе вопрос. Мы же это держим не просто так, ну, или, скажем так, если какой-то институт или какая-то сила не решает каких-то проблем, ну просто так... ну, может, что-то сердце греет, да, вот у русских не было общей какой-то политической силы, центра, лидера, ну, они умудрились, тем не менее, втихую освободить из тюрем ключевых, так сказать, своих персон. Вот они по-тихому решили свою задачу. А мы, вроде как, нам все завидуют диаспоры, ну, а толком мы, в общем, ничего здесь решить не можем. Поэтому я думаю, тут тем, кто здесь, как и я, находится, нужно, думаю, рассчитывать на свои силы и на гостеприимство, ну, в данном случае, Польши, которая пока не разочаровывает. Дякую вялікі. Ну што ж, я спадзяюся, што гэта далёка не апошняя сустрэча наша з Павлом Мацукевічам, будзе часцей прыходзіць, дорожку ўжо знайшоў, протопча больш такую дакладную сцяжынку і будзе завітваць да нас у госці. Дякую вялікі, Павел Мацукевич, проект Мальдзіс. Яшчэ раз звяртаю вашу увагу, заходзьце на сайт проекта Мальдзіс World, заходзьце на YouTube канал Гэта топ, глядзіце, шукайце, подписывайтеся, долучайтеся. Кому не падабаецца палітыка, асабліва тое, у якім яна стане сёння, можна да культурніцкіх праектаў далучацца і супрацоўнічаць. Я думаю, што каманда будзе толькі рада папаўненню. Ну і, безумоўна, не забывайце пра YouTube канал Еўрарадыё. Подписывайтеся, націскайце на званочак, ставьте падабайкі, расшэрвайце і задавайце свае пытанні, пішыце каментары. Да сустрэчы, жыве Беларусь!